Более 100 красочных страниц об искусстве, живописи и графике в издании, посвященном первому профессиональному абхазскому художнику с мировым именем Александру Шервашидзе-Чачба. Здесь представлены оцифрованные иллюстрированные работы мастера, среди которых эскизы костюмов и декораций для Мариинского и Александровского театров, русского балета Сергея Дягилева, нового балета в Монте-Карло, а также пейзажи, акварелью, гуашью, карандашами, портреты и статьи о жизни выдающегося мастера и сценографа 20 века. Автор альбома Азаргун. Шервашидзе, конечно, он вращался в кругу известнейших художников Европы. Это настолько такой высокого уровня сценограф, высочайшего, самого высокого уровня того времени, что он принадлежал к тем художникам, которые совершили революцию в театрально-декорационном искусстве. Автор издания Азаргун описывает 3 периода жизни художника – Сухумский, Петербургский и Парижский. В книге представлены статьи искусствоведов, историков, общественных деятелей – Боча Аджинджела, Станислава Лакоба, Вячеслава Черикба, Эльвира Арсалия. Альбом иллюстрирован оцифрованными работами Александра Шервашидзе-Чачба, которые сохранились после пожара в январе 2024-го, когда огонь практически полностью уничтожил коллекцию Национальной картинной галереи. Сегодня идет активное восстановление 2 объектов. Буквально на днях, я уверена, уже какие-то остались дни, недели, откроется Национальная картинная галерея, которая расположена по улице Пушкина. И уже в конце августа мы предполагаем, что пройдет завершение работ и открытие Центрального выставочного зала. Но культурная память, она существует совершенно отдельно от строительства этих объектов, от их оснащения, восстановления. И на сегодняшний день потерю, которую мы пережили, ее, конечно, сложно и пережить, и оценить, но, на мой взгляд, то, чем занимается вот в последний год-полтора сотрудник Национальной галереи Азаргун, это очень важный вклад в сохранение культурной памяти. Исследователь творчества художника Вячеслав Черикба отметил, насколько сложно издать качественный альбом. По мнению ученого, необходимо также создать дом-музей Чачба Шервашидзе и собрать архив работ художника, которые хранятся в частных коллекциях. Может быть, получится сделать какое-то здание, и там вот в чем проблема? Вот в чем вообще творчество Шервашидзе важно для нас? Потому что это, во-первых, первый профессиональный абхазский художник. Первое. Второе, он выдающийся русский художник. И третье, он выдающийся мировой художник. То есть он осуществляет собой связь континентов, культур, цивилизаций. Кроме того, хотя он считался абхазом, у него очень много об этом пишется в письмах, в дневниках, и тем не менее, он был, конечно, явлением такого всемирного масштаба. И вот здесь Абхазия может показать свою связь с миром, мне кажется, через него, что его друзья были там звезды первой величины. Альбом, посвященный первому абхазскому художнику Александру Шервашидзе-Чачба, издан при поддержке компании «Аквафон» и презентован в стенах Национальной библиотеки имени Папаскир. Конечно же, мы хотели поблагодарить Азаргун, она проделала титанический труд. Эта книга станет большим подспорьем для наших молодых художников, для исследователей, для студентов. Мы уделяем особое внимание проектам в области культуры, спорта, образования, конечно же. Эта книга останется на века. Конечно, я бы хотела, мы бы хотели все, чтобы эта книга попала в Европу. Эта книга рассчитана и на российского, конечно, и не только на нас, и на европейского читателя. Понимаете? Вот эти новые вещи, которые, они будут интересны очень, потому что время ведь идет. Тираж альбома 600 экземпляров. Издание, посвященное первому абхазскому художнику, раздали библиотекам и общественным организациям. В планах у Азаргун и компании «Аквафон» выпустить еще одно иллюстрированное издание с работами художницы Варвары Бубновой. Гугут Савардания, Амра Зарандия, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.